Добрый вечер, дамы и господа. Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан приветствует вас на программе в рамках музыкально-просветительского абонемента «Филармонические сезоны». Открывает вечер одно из самых ярких произведений скрипичного репертуара — концерт для скрипки с оркестром ре-мажор Иоганнеса Брамса. Сегодня с оркестром выступит солист Московской филармонии, лауреат 15-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского Павел Милюков. В его руках зазвучит уникальная скрипка итальянского мастера скрипичной династии Пьетро Гварнери. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Иоганнес Брамс. Концерт для скрипки с оркестром ре-мажор, опус 77 в 3 частях. Дамы и господа, для более полного прочтения художественных образов просим вас не аплодировать между частями концерта, а также отключить мобильные устройства. Благодарим за понимание. На сцене Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан. Солист Павел Милюков, Москва. Главный дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков.
Дамы и господа, закончилось первое отделение программы «Антракт».
Дамы и господа, продолжаем концерт, который проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Петр Ильич Чайковский, «Гамлет», увертюра «Фантазия» по одноименной трагедии Уильяма Шекспира, опус 67. На сцене Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан, дирижер Дмитрий Крюков.
Продолжает программу «Симфония Заратустра» современного композитора Башкортостана Азамата Хасаншина. По словам автора, «Заратустра» – последняя часть исторической трилогии, в которую входят симфонии, исполненные ранее «Золотая Орда» и «Мугам-симфония». Краткая программа «Симфонии Заратустра». Часть первая – «Нисхождение Хварны». Животворящая материя спускается с небес на землю, зарождается все живое, земля благоденствует. Однако на земле появляется зло, как искажение добра, как индивидуализм, эгоцентризм людей, их отчуждение от вселенского блага. Часть вторая – базар в Балхе. Юный Заратустра приходит из степей в прекрасный, богатый торговый город Балх. Он потрясен обилием товаров, людей, роскошью жизни, но первое очарование этим исчезает. Он видит обман, развращенность горожан, их жажду наживы. Внезапно врывается конница кочевников, они грабят базар, убивая горожан, кони топчут драгоценности, товары людей. Часть третья. Ариман. Чудом спасшийся Заратустра понимает, что причина всего зла – это не случайность, а некое сверхсознание, абсолютное ничто. Происходит его озарение, он постигает истину, которая заключается в вечном противостоянии, в дуализме светлого и темного принципов бытия. Часть четвертая. Исход. Заратустра собирает вокруг себя чудом спасшихся горожан и царя и проповедует им свое учение. Воодушевленные люди отправляются в путь нести по всему миру истину, открывшуюся Заратустре. Азамат Хасаншин. Симфония Заратустра в 4 частях. Мировая премьера.
Дамы и господа, на этом абонемент «Филармонические сезоны» завершен. Мы благодарим за внимание и приглашаем на программы музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет диалог поколений», который пройдет в Уфе с 28 по 31 мая. В продаже имеются билеты на 4-й концерт фестиваля, который состоится 31 мая, а также 5 июня Госоркестр Республики приглашает на заключительную программу абонемента. Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков приглашают в этот вечер. Прозвучат шедевры импрессионизма и современной музыки. Солисты Артур Назиуллин, кларнет, Анна Савкина, скрипка, Полина Баранова, арфа. Всего доброго, до новых встреч!